Об особенностях приемной кампании говорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Галина Саранова, ответственный секретарь приемной комиссии Башгоспедуниверситета имени Мифтахиддина Акмуллы. Галина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас горячая пора сейчас. Да, очень горячая пора. Прием начинается 20 июня, буквально вот-вот. Мы уже, как говорится, на низком старте. Расскажите, в чем новшество нынешней приемной кампании? Я понимаю, что там есть разные моменты, но вот именно те, которые сейчас нужно учитывать. Нынешним абитуриентам нужно учитывать несколько моментов. Основные изменения касаются целевого приема. Это буквально с 1 мая нынешнего года вступили в силу изменения в части целевого механизма и принято постановление правительства о целевом обучении по программам среднего профессионального высшего образования, которое регулируется все эти вопросы. Соответственно, здесь, если коротко, конспективно, можно сказать так, что сейчас в первую очередь заказчик размещает публично, общедоступно на едином цифровом портале «Работа в России» предложения для всех, буквально для всех абитуриентов по всей России, которые могут увидеть эти предложения и откликнуться на них. Это первое. Второе. Заказчики свои предложения разместили до 10 июня. Срок достаточно был сжатый, короткий, было очень жарко, потому что, возможно, и не все заказчики успели разместить свои предложения. Достаточно такие короткие сроки были у них, не все успели адаптироваться. И не совсем, может быть, скажу сейчас не очень приятную вещь для Роструда, но не весь функционал еще отработан для подачи этих предложений. Далее, что делают наши абитуриенты? Они увидят эти предложения, начиная с 20 июня. И одновременно с подачей заявления о приеме они могут подать свою заявочку на любое предложение, размещенное заказчиками, которое им понравится, в тот вуз, в который они хотят поступить. Это второй момент. Далее абитуриенты что делают? Ждут конкурсную ситуацию. Если они ее проходят успешно, зачисляются, вуз издает приказ о зачислении данного абитуриента в качестве целевика, только после этого заключается договор о целевом обучении вплоть до 1 сентября. Это делает уже заказчик. Вот такие вот несколько шагов, вроде они простые, но в то же время потребовали очень колоссальных, значительных изменений во всех информационных системах. То есть я правильно понимаю, раньше абитуриент уже приходил в вуз со своей справкой, да, что я буду трудоустроен, а сейчас это практически русская рулетка. От обратного. Да, от обратного. И потом, практически, как было раньше, абитуриент сам практически находил заказчика и уже с готовым договором шел в вуз. И, соответственно, заявлял свой конкурсный предпочтение на целевой набор. И в случае зачисления, разумеется, среди целевиков всегда есть конкурс, особенно на востребованные направления. И, соответственно, у него уже был договор целевой. И он уже никуда не ходил, он знал своего заказчика. А здесь абитуриент, живя, допустим, в Уфе, может выбрать заказчика в Москве. То есть по всей России. Любой вуз. Получили обратный отклик уже, например, от абитуриентов, которые, может быть, еще не знают, о чем они говорят, работодатели. Насколько им эта система подошла? Сегодня только анализировала ситуацию по предложениям, которые разместили наши работодатели. Вы знаете, острая нехватка кадров, особенно в школах, учителей математики, русского языка, иностранного языка. То есть масса. Вот буквально в прошлом году не было такого то ли абитуриент не находил этого заказчика, то ли, я не знаю, кто-то, звезды не сошлись. В общем, сейчас у детей есть возможность заявиться на эти все специальности и поступить по договору о целевом обучении. А если вдруг эта система не сработает? Я имею в виду, конкурс, будет кадровый запрос, но не будет спроса. Да. Вполне возможно.
Могут дети растеряться и где-то не посмотреть там. Но мы со своей стороны проводим массовые информационные разъяснения, как на сайтах все вывешиваем. Будем проводить отдельные ВКС для школьников, для родителей, чтобы все это увидели, посмотрели и вовремя сориентировались. Галина Александровна, какие еще новшества есть в нынешней приемной кампании, вот кроме такого основного, основательного? Кроме такого основательного изменения в части целевого, все осталось по-прежнему. У нас также 5 вузов, 5 направлений. Возможная подача онлайн-заявления. Сейчас все больше используются госуслуги, и в части целевого набора это единственный путь для бакалавриата специалитета безболезненно разместить свое заявление о приеме плюс заявка, потому что это не требует дополнительных каких-то хождений и ношения бумажных вариантов. А насколько сейчас это востребовано? Вот если сравнить, понятно, что сейчас рановато говорить, да, но тем не менее, уже же как-то планируете, прогнозируете, будут ли больше онлайн подавать документы или приходить? Вы знаете, мы сами настроены, тех, кто даже будет приходить, агитировать за то, чтобы они подавали свое заявление, потому что это будет легче, потому что в систему перейти на портал Работы России через госуслуги это автоматически, а если будет подавать через систему вуза, его нужно будет заводить вручную, и абитуриенту нужно будет самому искать в любом случае на портале Работы России предложение, заявочку распечатывать в бумажном виде и приносить нам. Это достаточно неудобно ни абитуриенту, ни вузу, ни заказчику, потому что это пересылка, бесконечное информирование друг друга, а через госуслуги это автоматически. А если целевик не особо, без целевого обучения, обычно просто пришел получить образование? Одновременно же можно все это сделать. То есть никто же не ограничивает вас только целевым набором. Вы же можете подать и заявление на общий конкурс. 5 направлений, разумеется, пожалуйста, подавайте. Просто подстрахуйте себя. Галина Александровна, и еще один вопрос. Сейчас много идет разговоров о том, что мы уходим от болонской системы, мы приходим к нашей старой системе. Но понятно, что в этом году еще принимают на бакалавриат или уже принимают по новым правилам. Вот как быть? Нет, в этом году в этой части изменений пока нет. Контрольные цифры приема, так же как и стандарты, были утверждены до того, и без изменений они применяются в этом году. Со следующего года у нас федералами анонсируются изменения с 2025 года, что будут переходы от бакалавриата на базовое высшее образование, а магистратура на специализированное высшее образование. То есть не будет по-старому называться, как раньше был у нас специалитет, и все. В любом случае ступенчатость сохранится, но она будет более так разведена по специальностям, где-то переработаны сроки обучения, потому что специальность попроще, допустим, она 4 года, посложнее, допустим, техническая, она будет хоть и базовый специалитет, но будет 6 лет, потому что предусматривается вот такая вилочка в сроках обучения. Ну, разумеется, переход на новую систему обучения, я думаю, будет плавным, потому что резкого образования ничего у нас не делается. Это нужно разработать очень много нормативных актов на эту тему, и чтобы они еще и прошли успешную адаптацию в каждом вузе. Галина Александровна, еще при этом мы обсуждаем то, что в Башгоспедуниверситете, несмотря на все сложности, есть возможность получить едва ли не 2 специальности сразу. У нас очень много направлений, больше, конечно, педагогических, с 2 профилями подготовки. Это очень удобно для будущих педагогов, когда будущий выпускник может преподавать несколько дисциплин сразу. Допустим, физика, математика, русский язык, литература, сочетание иностранных языков, допустим, 2 иностранных языка, допустим, русский, башкирский, русский иностранный, множество сочетаний каких-то, та же биология, химия, география, биология. То есть это очень удобно, особенно в условиях дефицита у нас кадров с учителями. А в этом году мы будем внедрять независимо от педагогического образования. У нас такая специальность, как экология, но выпускник по диплом получит с дополнительной квалификацией педагог дополнительного образования. Тоже достаточно интересное направление.
Галина Александровна, но тем не менее, буквально со дня на день начинается прием документов. До какого продлится? Прием документов у нас основной вот, с 20 июня по 20 июля. Это для тех, кто будет сдавать на базе вуза экзамены наши внутренние. Это выпускники колледжей и те, кто будет сдавать внутренние вступительные испытания на творческие или профессиональные направления. Ну, допустим, спорт, рисование, что-то такое, где нужно показать себя не только со стороны ЕГЭ. А кто поступает только по ЕГЭ, у них срок предоставления документов до 25 июля. Ну, в общем, это такой бюджетный, хороший месяц для обдумывания своих решений, расставления приоритетов, куда хотят поступать наши будущие абитуриенты. Призываю всех еще раз, на опыте прошлого года, у нас в прошлом году только приоритеты ввели, и было очень много недоразумений на эту тему. Когда дети планировали, допустим, поступить на экономику, поставили ей первый приоритет, а по конкурсу туда не прошли. Ну, а с запасными вариантами расставили там вплоть до совершенно не интересующей их специальности, такой, допустим, как история, образно говорю, не по отношению к кому-то. А в итоге человек прошел по конкурсу как раз на историю, а потом слезы, недоразумение, я туда не хочу, я не пойду на бюджет, я лучше пойду на коммерцию. Я призываю родителей и будущих абитуриентов хорошо продумать свою будущую образовательную траекторию. Пусть это будет меньше направлений, проставленных вами, выбранных, но зато, как говорится, с умом и для души. То есть вы рекомендуете именно в приоритетах выбирать именно только то, что нравится, а не то, что на всякий случай? На всякий случай не надо. Вот как раз на всякий случай выстреливает. Галина Александровна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об особенностях этой приемной кампании. Я надеюсь, что она у вас пройдет без особых вопросов, что все будет понятно и что действительно в вузы, на те факультеты придут студенты, будущие студенты по призванию, а не потому, что кажется, это неплохо. Согласна с вами. Спасибо огромное. Всего Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.